Здесь, на территории современного Афона, находится древняя Анакапия, место жительства абхазского племени абазгов. Это одно из крупных раннесредневековых оборонительных сооружений на всем Восточном Причерноморье. Анакапия познала и пышный расцвет, и упадок. Ученые считают, что именно здесь находилась Трахея. Византийский историк VI века Прокопий Кесарийский так описывает это место. За пределами Апсилия, при входе в пределы абазгов, стоит высокая гора, начинающаяся от Кавказского хребта до самого Эвксинского понта. Еще в древности абазги выстроили здесь очень сильное укрепление. Враги не могут одолеть неприступность этого места. Трахея в переводе с греческого означает «сурово-кремнистая». Абхазское название горы Анакапия тоже переводится как «изрезанная выступами». Вот здесь вы видите главные ворота к городищу. Это огромное городище, которое датируется начало жизни, значит, этой архитектуры вообще с VI века и продолжается до 12-13 веков. Здесь представлены материалы, начиная с 5-4 века до нашей эры, а потом 5-6 века нашей эры, 7, 8, 9, 10, 11, 12 века, значит, вот нашего летоисчисления. И из них, конечно, много значительно, это период Абхазского царства. Значит, Анакапийская гора считается один из самых первых очагов государственности. В первых веках нашей эры Западное Закавказье находилось под властью Римской империи. В III веке в Колхиду начинают вторгаться северокавказские горцы и кочевые племена готов и гуннов. И к тому времени трахейское укрепление блестяще выполняло функции главной крепости Абазгии. Трахея является наиболее древней частью Анакапийской крепости. Первая линия обороны – это цитадель, которая была выстроена раньше остальных частей крепости. Ее мощные стены возведены из плотно подогнанных друг к другу известняковых квадров. Цитадель неприступна со всех сторон. Попасть в нее можно было только через небольшие ворота в южной стене. Ворота приподняты над землей 2 метра. Очевидно, что здесь был подъемный мост. В средние века по этой лестнице поднимались воины гарнизона. Отсюда очень хорошо просматривается местность. Это было место ночного дозора. У ворот цитадели возвышаются западная и восточная башни.
комплекса расположен раннесредневековый полуразрушенный храм зального типа. Главное строительство этой крепости, в том числе строительство храма, велось уже в то время, когда абазги, которые населяли эти территории, были всецело христианами. И, соответственно, всегда в любой крепости возводился внутри храм. Потому что, может быть, для нас, людей 20 века, это немножко иное значение имеет, но тогда она играла ключевую роль. И когда абхазский царь Леон II объявил себя царем, процедура объявления себя царем подразумевалась обязательное миропомазание, то есть наличие церковного обряда. Легитимность его власти определялась легитимностью церковной власти, ее существованием, ее благословением на царство. Поэтому этот храм прежде всего не случайен. В середине VII века здесь была епископская кафедра, которую возглавлял епископ Анакапийский. Его юрисдикция, ее влияние распространялось на территорию как современного Нового Афона, близлежащих деревень, так и на часть Гудаутского района. В храме сохранились плиты с изображением рыбы, кипарисов, креста и других раннехристианских символов. В античную эпоху на территории Абхазии широкое распространение получает греческий язык. Местные люди употребляли греческий в качестве письменного языка. И в том числе среди этих деталей, которые находятся здесь, имеются и камни с греческими надписями. Одна из них гласит о том, что она была надгробной эпитафией, гласит о том, что здесь в X веке служил некий пресвитер, то есть священник по имени Евстафий. И он просит Господа упокоения своей души. В средние века в скале был высечен бассейн. Все это время он наполнен чистой, холодной водой. Химическим анализом установлено, что вода является гидрокарбонатно-кальциевой. Уровень воды всегда остается постоянным. Емкость бассейна – 100 кубометров. Защитники цитадели могли спокойно выдерживать любые испытания. Водой они были обеспечены. Начиная с V века между Римской империей и Ираном шло соперничество за политическое и экономическое господство в странах Азии и Закавказья, за владение торговыми путями, которые вели в Индию и Китай. Византийский император Юстиниан посылает в 542 году в Абазгию свои войска. Это было началом полного порабощения местного населения. В результате возникло восстание народных масс. Иранский шах, к которому обратился за помощью абазгский правитель Скипарна, направил своих воинов. Но персидские войска по дороге грабили местное население, и их пришлось вытеснять из Колхиды. Таким образом, Абазгия, не получившая от персов никакой реальной помощи, оказалась одна лицом к лицу с Византийской империей. Константинополь решил сурово расправиться с повстанцами. В
сложной ситуации Абхазия формировалась как часть общекавказского культурно-цивилизационного сообщества. На пороге Средневековья Абхазия, разделенная на целый ряд этнополитических объединений, или, можно сказать, княжений, Апсилия, Санигия, Абазгия, Мессиминия, прошла через тяжелое ирано-византийское соперничество, испытав все издержки этого кровопролитного противостояния. Прибыв сюда морем, римляне высадились в устье реки Гумисты. Увидев неприступность Анакапии, они прибегли к обманному маневру. Обогнув Трахею морем, высадились на сушу и оказались в тылу защитников крепости. Начался штурм Трахеи. Однако вскоре абазги отступили и укрепились внутри цитадели. Численное превосходство византийцев, хорошая вооруженность и тактика окружения решили исход сражения. Трахея пала. Последствия были ужасны. Жители и их дома сожгли, оставшихся в живых продали в рабство. Однако абазги не были сломлены, они не прекратили сопротивление и борьбу за свободу. Строительство второй оборонительной линии у стен древней Анакапии тому подтверждение. Она расположена ниже цитадели и состоит из южной, западной и восточной стен. На обочине дороги, ведущей наверх в крепость, лежат отесанные камни. Это остатки жилых помещений, в которых наверняка жили воины гарнизона. Вторая оборонительная линия функционировала в VII-XII веках. Это было время, когда Абхазия становится сравнительно мощной политической единицей. Анакапия же выступает главной крепостью абхазского владетеля Леона I. В VII веке, как известно, начинаются арабские завоевания. Византия терпит поражение за поражением. В Закавказье ничто не могло противостоять арабам. И в таких сложнейших условиях абхазы, скажем так, были обречены на консолидацию. В VII столетии шел интенсивный объединительный процесс. И в этом же столетии, на фоне этих событий, как символ будущего расцвета, в Анакапии воздвигаются важные военно-фортификационные сооружения. В 30-е годы VIII века начинается арабская экспансия в Закавказье. Огнем и мечом прошел по Древнему Кавказу наместник халифа Мурван ибн Мухаммед. Армяне прозвали его разорителем, грузины глухим к страданиям народа. Опустошив Армению и Албанию, Южную и Западную Грузию, Мурван направился в Абхазию. Сюда бежали от преследования врага правители Грузии Мирьян и Арчил. Преодолев Килосурскую стену, арабский полководец разрушил город Севастополис и встал лагерем перед Анакапийской твердыней.
Арабы угрожали и Византии, и Хазарии, и Закавказью. Политическая ситуация привела, в частности, к оформлению Абхазо-Хазарского военно-политического союза, закрепленного династическим браком между братом Леона I, абхазским князем, и дочерью хазарского царя. Несметному арабскому полчищу противостояло всего 5000 абхазов и грузин. Враг был оснащен всеми видами вооружения, в том числе и осадной техникой, катапультами, стенобитными машинами. Их кинжалы и сабли отливались в Дамаске, который уже славился на весь мир своими стальными клинками. Несмотря на явное преимущество арабов, осажденные пребывали в хорошем боевом духе. Они вели справедливую войну, защищали свою землю, и эта борьба была священной. Арабы тщетно пытались взять штурмом укрепленный город. Решено было брать крепость измором. 6 месяцев абазги, терпя голод и лишения, отбивали атаки неприятеля. А перед решающей битвой случилось чудо. Летописи гласят, в ночь перед сражением осажденные в крепости преклонили колени перед нерукотворной иконой Анакапийской Богородицы и молились о спасении, и услышаны были. В лагере неприятеля распространилась кровяная холера, от которой погибло 35 000 человек. А на утро был дан бой. От мечей абазгов полегло еще 3000 арабов. Оставшееся войско стало спешно отходить по своим же следам. После этого поражения они больше никогда не вторгались в пределы Абхазии. Это сражение мы без преувеличения можем сравнить с сражением европейского войска во главе с Карлом Мартеллой под Пуатье, когда было приостановлено дальнейшее продвижение арабов в Европу. Чем могло закончиться, если бы проиграла тогда Европа эта битва для европейской всей культуры и цивилизации, я думаю, это ясно. То же самое здесь. Арабы, потерпев поражение здесь, это была огромная победа для всего Кавказа, потому что приостановление этого нашествия дало возможность впоследствии и образованию абхазского государства, абхазского царства, и возникновению абхазского католикосата, и, разумеется, созданию всех культурных памятников, которым мы сегодня гордимся и хвалимся. Сегодня, оценивая это событие, нужно помнить, что некогда мы спасли весь Кавказ от исламского нашествия. Правителя Абхазии Леона I эта победа прославила, но поднимающееся, выходящее из тени истории Абхазское княжество, которое в том же столетии переросло в мощное царство, беспокоило соседей, мелких соседей типа Эгрисии и Картли, а также беспокоило Великую Византийскую империю. Император беспокойством все-таки писал ему: «Ты не должен использовать свою власть в ущерб игристцам и их границам игристским». Таким образом, уже в то время закладывалась основа для будущей активной, успешной завоевательной политики абхазских царей. В конце VIII века абхазский владетель Леон II объявил себя царем абхазским, а Анакапию сделал столицей абхазского царства. Город становится крупнейшим центром и морским портом. Реконструируются старые здания. Весь город обнесли новой оборонительной стеной, проходящей вдоль берега. Эта стена, ныне разрушенная, является 4-й линией обороны Анакапии. В этот период она густо заселена людьми. Здесь процветает гончарное и кузнечное ремесло. Значимость Анакапии, но бесспорно, это история, это наши предки, это единство народа,
Это самооборона, в конце концов, да, и огромнейшая значимость, и с каждым разом значимость увеличивается. Там, где все в руинах, и, казалось бы, нечего извлечь из руин, государства, народы пытаются воссоздать былую славу, архитектуру, историю. А мы, имея такую мощь, и мы как бы не обращаем иногда на это внимания, это очень, скажем, кощунственно. В раннее Средневековье Анакапия являлась одним из центров христианства на Западном Кавказе. Подтверждением тому служит храм Симона Канонита. Он был сооружен в IX-X веках. Согласно преданиям абхазов, внутри храма были захоронены мощи апостола Симона Канонита. Это древнее церковное предание, оно подтверждается и историческими свидетельствами. В частности, в IX веке иерусалимский монах Епифаний, он, проделал путь, по которому шел апостол Андрей Первозванный со своей проповедью. В том числе он прибыл сюда, в Абхазию, и, как он пишет в своем сочинении, он видел в городе Никопсия, в Зихи, на границе между Абхазией и Зихией, в городе Никопсия, он видел гробницу апостола Симона Канонита и поклонился, и даже взял небольшую частицу этих мощей. Храм был расписан в свое время. И вот перед нами одна из сохранившихся фресок. Это великомученик Пантелеймон, изображен здесь. Эти фрески датируются тем временем, когда как раз был построен, точнее, перестроен этот храм в честь победы над арабами здесь, в Новом Афоне. Однако период благоденствия и процветания Анакапии сменяется периодом упадка и разрухи. На протяжении 3 веков турецкого господства город грабили и разоряли турецкие янычары, брали в плен и продавали в рабство. Местное население покинуло Анакапию. Это была первая волна махаджирства, насильственного переселения абхазов в Турцию. Во второй половине XVIII века Анакапия представляла собой развалины, заросшие густым лесом. Позднее эта земля становится принадлежностью абхазских феодалов по фамилии Маан. В начале XIX века произошло присоединение Абхазии к России. Русский царизм, решив освоить Черноморское побережье, выставляет на территории Анакапии казачьи посты. Меняются времена, уходят правители, сменились целые поколения. Канули в лету события прошлых дней. И только эти развалины доносят до нас былое величие древней Анакапии.